Самым главным приоритетом был обеспечить экономическую безопасность нашей страны. Оказывалось ли какое-то внешнее давление на депутатов парламента, чтобы не принимали этот закон? Были определенные силы, которые не хотели, чтобы этот закон вступил в силу. Предлагали ли вам взятки? Брали вы их? Это надо давать 7,35. За 2021 год потребили 3 миллиарда киловатт-часов. Если руководство страны делает вещи, которые идут вразрез интересов моего народа, моего государства, естественно, тогда я буду оппозиционером. Всем привет! Сегодня у нас в гостях кандидат от 13-го избирательного округа Александр Цышба. Александр, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, Саид. Цышба Александр Владимирович родился 19 января 1970 года в городе Гагра. Окончил Гагрскую среднюю школу номер 2 в 1987 году. В 1996 году окончил Севастопольский государственный технический университет по специальности инженер-механик. В 2020 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности парламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества. В 1996 году принят на должность налогового инспектора в отдел налогообложения физических лиц администрации Гагрского района. В 1999 году переведен на должность налогового инспектора в отдел налогообложения юридических лиц. В 2001 году переведен на должность ведущего налогового инспектора в отдел налогообложения юридических лиц. В 2001 году принят на должность заведующего торгового предприятия «Родник» СП «Амра Интернешнл». В 2006 году назначен председателем комитета по управлению имуществом и приватизации Гагрского района. В 2012 году назначен заведующим жилищного отдела администрации Гагрского района. В 2016 году назначен на должность заместителя аппарата собрания Гагрского района. С 2017 года депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва, председатель комитета по экономической политике и реформам. У нас есть такие первые традиционные вопросы, если вы не против, начнем. И вот что хотелось бы узнать, что мотивировало вас баллотироваться в парламент уже во второй раз? Прежде всего, у меня есть еще несколько законопроектов, которые я хочу реализовать в будущем, если, конечно, буду избран вновь депутатом парламента, и хочу реализовать их на практике. Я, конечно же, попрошу потом об этом рассказать подробнее, а пока, мне кажется, избирателям интереснее знать, вот Александр Цышба, депутат парламента, каких успехов достиг за 5 лет работы в Народном собрании? Ну, скажу, первый год нашей работы, самый основной закон полноценный, который я, в принципе, давал один раз, это интервью, полноценный закон, который мы разрабатывали, естественно, я не один, это на основе комитета, где были привлечены и специалисты, и юристы, и специалисты в области электроэнергетики, закон, который сегодня, вы знаете, очень нашумевший. Приглашались руководители Черноморэнерго, специалисты, очень плодотворно работали над ним, и вы знаете, что он был принят в 2017 году, 11 августа вступил в законную силу. Вы говорите о законе об электроэнергетике. Вот главное, я так понимаю, дух этого закона заключается в том, что и вся энергетическая отрасль не может быть перепродана. И вот расскажите об этом, насколько сложно было, оказывалось ли какое-то внешнее давление на депутатов парламента, чтобы не принимали этот закон? Как все происходило? Ну, скажу, что в основе этого закона для нас, для той команды, которой мы вместе все работали, было основным, чтобы мы понимали, что в данной отрасли единственный энергетический источник, который у нас, это электроэнергетика. Поэтому мы считали, что самое главное обеспечить в этом законе нашу экономическую безопасность, потому что у нас альтернативных источников нету. У нас нет ни газа, ни нефтепродуктов, которые мы могли бы реализовать. Поэтому основным источником энергии является электроэнергетика. И основная задача наша была обеспечить закон, чтобы это все было собственностью государства и народа прежде всего. И безусловно, что при разработке этого закона, даже при принятии его, были определенные силы, которые не хотели, чтобы этот закон вступил в силу, естественно. Но еще раз хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех своих коллег и тех людей, которые непосредственно оказывали содействие в разработке этого законопроекта. Мы единогласно приняли его, и он вступил в законную силу. Этот закон вообще вот спустя 5-летний срок все-таки оказался одним из основных на сегодняшнее время, который нам обеспечивал. И мы тогда руководствовались прежде всего тем, что это являлся самым главным приоритетом был обеспечить экономическую безопасность нашей страны. Если говорить о результатах проделанной работы
еще? Какие вы бы отметили? Я был председателем комитета, избран по экономической политике и реформам. Мы провели изменения в законе, значит, о связи, который тоже был очень существенный. Потом мы провели закон о пожарной безопасности, который был принят в окончательном чтении. Работали также на техническом регламенте пожарной безопасности. Он принят в первом чтении. Вот его тоже в связи с определенными обстоятельствами не смогли его довести. Еще работали над законом о патентной системе налогообложения, о отдельных видах специального налога. Также изменения в законе о государственной пошлине. И самый такой еще существенный объемный документ, который мы работали, это был закон о градостроительном кодексе. Вы вначале говорили о том, что есть еще какие-то идеи, которые вам хотелось бы реализовать в том случае, если вы на этих выборах в очередной раз одержите победу. О каких идеях говорите? Хочу отметить, прежде всего, хочу завершить работу по градостроительному кодексу, потому что мы его приняли практически в 4 чтениях, чтобы, если была возможность, его доработать. Я почему считаю, что градостроительный кодекс – это законодательный документ, устанавливающий основные нормы и правила регулирования градостроительной деятельности. С чем он связан? Этот закон прежде всего определяет территориальное планирование, градостроительное зонирование, архитектурно-планировочное проектирование и планировку территории. Почему я так считаю, очень важен? Потому что если встает вопрос о продаже недвижимости, который очень часто сейчас обсуждается в нашем обществе, вот прежде чем думать о том, дать разрешение о продаже недвижимости, я считаю, что прежде всего нужно принять этот закон, в котором я вот сейчас до этого сказал, что очень четко должны быть определены генеральные, детальные планы, градостроительное зонирование, где будут четко определены территории. Тем более у нас есть действующий закон о земле, законодательство земельное, которое очень четко разграничает тоже зоны, где есть первая зона 200-метровая, это рекреационные и так далее. Вот в совокупности всего этого нужно по принятию градостроительного кодекса определить вот эти планировки, детальные, генеральные планы, а потом уже в будущем, допустим, о продаже недвижимости. Понятно, что этот вопрос когда-то поздно или рано встанет, но его надо подойти очень взвешенно. О продаже недвижимости обязательно поговорим. Есть мнение, что принятие градостроительного кодекса целенаправленно замедляют. Эта позиция не доказана, ее никто не доказывал, но вот там в разных кругах это обсуждают. Якобы есть там какие-то люди, группа людей, которые не заинтересованы в принятии градостроительного кодекса, потому что условно урвать недвижимость, землю и так далее проще, когда нет конкретных правил игры в этом направлении. Расскажите, почему 5 лет не удавалось принять этот закон? Ну, если честно говорить, я работал над этим кодексом где-то 1,5 года. Да, мы очень сильно прорабатывали там, и оно разбито у нас на 3 главы. Но в основном у нас в правовой части возникли определенные разногласия. Я думаю, что мы эти вопросы, в принципе, собирались уже как бы их доработать. Но в связи с тем, что постоянно политические кризисы у нас возникали, и как-то вот это очень большей частью уходила энергии на стабилизацию вообще общей обстановки. Поэтому иногда приходилось вот как бы откладывать и только по этой причине. Я не сказал бы, что там такие яростные кто-то противники, кто там пытался, чтобы этот закон не вступил в законную силу, но лично я с такими людьми не сталкивался. Для многих очевидно, для вас наверняка в первую очередь, что многие депутаты парламента делятся на политические лагеря. Мы все это видели, наблюдали. Такая же история происходит и с кандидатами в депутаты. Есть кандидаты в депутаты от оппозиции, есть от власти, есть нейтральные. В вашем случае как происходит? Я вам отвечу так. В моем случае я себя считаю независимым депутатом. Естественно, я могу быть оппозиционером только в той части, в которой, когда касается национальных интересов страны. Если руководство страны делает вещи, которые идут вразрез интересов моего народа, моих избирателей и моего государства, естественно, тогда я буду оппозиционером. Если это будет идти во благо, то, естественно, я буду поддерживать, принимать огромные усилия в этих начинаниях. Александр, скажите, как проходит предвыборная кампания в вашем округе? Сталкивались ли вы с нечистоплотным ведением предвыборной кампании со стороны ваших оппонентов? Или все проходит достаточно культурно? Для меня это вторая избирательная кампания. Я считаю, что каждый из нас и все мои оппоненты, все мы друг друга прекрасно в городе знаем.
знаем, мы имеем очень нормальное общение, отношения. И считаю, что мы сами своим поведением должны показывать этическое отношение друг к другу. Поэтому выборы придут и уйдут, но мы должны оставаться гражданами своей страны и прежде всего людьми, которые живем в одном городе и в одной стране. Но я бы на сегодняшний день пока я такой ситуации не встречал, чтобы это были какие-то нечистоплотные действия и так далее. Ну, может, какие-то маленькие нюансы могут возникать, но это, опять же, может быть, не непосредственно от тех оппонентов, а может быть, в силу определенных молодости тех людей, которые там занимаются агитацией или еще что-то там. Вообще перед нами сейчас стоит вопрос гармонизации. Вот тут как выстраивать, на ваш взгляд, в принципе, отношения с Российской Федерацией? Возможно ли условно расчертить красные линии и объяснить партнеру, где можно, а где нельзя? И есть ли такое понимание у самого парламента и во взаимоотношениях с партнером? Ну, могу сказать, что, естественно, это процесс переговоров. И думаю, на мой взгляд, что, конечно, мы должны показывать свои красные линии, потому что это очень важно для нашего государства и для нас самих в будущем, для наших будущих поколений. Но это предмет переговоров. Я думаю, что и наши партнеры с огромным удовольствием возьмут это во внимание, и мы можем гармонировать очень прекрасно в этих вопросах и не ущемляя ничьи интересы. Вообще в предвыборный период кандидаты активно что-то обещают своим избирателям. Вы уже 5 лет проработали депутатом парламента, у вас есть опыт. Реально помочь своим избирателям, будучи депутатом парламента? Надо просто правильно разграничить этот вопрос. Естественно, вообще сам депутат должен заниматься законотворческой деятельностью в парламенте. Но, естественно, вы знаете, все избиратели, очень многие обращаются по определенным вопросам. И вы, как депутат парламента, конечно, можете оказать содействие в помощи, там связаны, допустим, со здоровьем людей, медицинским обеспечением. Ну, очень много бывает, кто-то нуждается в материальной помощи, связанной с семейными проблемами. Есть люди малоимущие, у которых тоже очень много бывает проблем, которые тоже, ну, естественно, как депутат парламента, если они к тебе обращаются, естественно, вы ходатайствуете за них и по возможности стараетесь им оказать какое-то содействие. Но вы 5 лет были на связи со своими избирателями или вас невозможно было? Абсолютно. Мой телефон был абсолютно доступен. Я даже прямо на места приезжал. Если у людей были какие-то там проблемы, вопросы, все, кто меня знает, все понимали, что я никогда не оставался в стороне от любой проблемы, которая связана с моими избирателями. Возвращаясь к вопросу энергетики, я знаю, что совсем недавно группа депутатов направила в администрацию президента, в кабинет министров, ну, в администрацию президента точно, направила некий проект по выходу из энергетического кризиса. Там такая дорожная карта. Мне интересно, вы в этом принимали участие в разработке этого проекта? Сейчас скажу, что на протяжении года мы постоянно имели встречи в Комитете по экономической политике и реформы. Мы приглашали министра экономики и представителей Черноморэнерго, потому что, вы знаете, это сейчас очень актуальная тема, связанная с энергообеспечением нашей страны. И вы знаете, что нам на встрече межправкомиссии в парламент была направлена, значит, ну, назовем так, дорожная карта, с которой мы сами ознакомились. Да, мы ее по пунктам изучили. Я один из тех депутатов и со своими коллегами, которые непосредственно это изучали, эту дорожную карту. И, естественно, мы потом вызывали представителей Черноморэнерго и тоже сделали официальный запрос и хотели понять их видение на перспективу, допустим, на этот год и на последующие года. Естественно, они нам прислали те пожелания, которые они хотели, чтобы парламент рассмотрел эти вопросы. На основании этого мы потом разработали свою дорожную карту. Естественно, мы ее изучили, ту, которую к нам представили, изучили, которую нам представили, и мы тоже представили свою дорожную карту. Я даже давал интервью по этому поводу. И мы в связи с тем, что должны были встретиться на площадке парламента или в Министерстве экономики и прийти к общему пониманию. В принципе, с определенными там, скажем, пунктами мы были согласны, с определенными у нас было свое видение. Но, тем не менее, я думаю, мы бы пришли к общему для того, чтобы реализовать, допустим, эту дорожную карту для нашей страны.
Ответ пришел из администрации президента? Ну, честно говоря, встречи после этого у нас так и не получилось. Пока мы там принимали бюджет, вы знаете тоже, насколько он там был, так яркая была сессия у нас по этому поводу. Но, к сожалению, как-то так время затянулось, и встреча не смогла произойти. Что касается, и как вы выразились, ярких сессий, мы наблюдаем, что да, во время каких-то бурных обсуждений есть депутаты, которые активно, очень активно выражают свою позицию. Есть депутаты, которые, в принципе, не сильно участвуют в процессе обсуждения. Значит ли это, что вот эта группа депутатов, которая не так активно принимает участие в обсуждениях, в принципе, не особо эффективна и в кулуарах парламента? То есть и там, получается, нет пользы от таких депутатов, и вот там в процессе работы над законами, или это просто в силу там темперамента? Да нет, ну знаете, тут каждый индивидуальный подход. Есть силу темперамента, есть дело в том, что все коллеги, вот я скажу, что мы разрабатывали, тоже приходили законопроекты, и наши коллеги сами, которые были инициатором этих законопроектов, и были законопроекты, присланные президентом, и все, лично я и мои многие коллеги очень активно участвовали во многих процессах и в разработке этих законов, где-то вносили свои изменения, дополнения, предложения. Поэтому, так сказать, вообще, в принципе, вот этот парламент, я уже как-то говорил один раз в интервью, что по своему вообще составу, да, он очень как бы работоспособный был, но в связи с тем, что были очень часто вот эти политические кризисы у нас, поэтому очень много приходилось времени тратить на стабилизацию обстановки общей, чтобы наше государство не вышло из правового поля. За 5 лет приходилось вам принимать решения, которая, в общем-то, не соответствует вашим взглядам, но под давлением? Во-первых, я один из тех депутатов, который под давлением никогда не принимаю никакие решения. Я если принимаю, я принимаю их осознанно, изучив материал и понимаю перспективы, какой оно может иметь результат, положительный для нашего народа, для наших граждан или отрицательный. Поэтому я под давлением никогда не принимал никакие решения. Повторюсь, у вас есть уже 5-летний опыт работы, и в связи с этим мне интересно ваше видение. Какими качествами в первую очередь должен обладать депутат парламента? Первым долгом касаемости профессионального качества, конечно, должен иметь образование, определенный стаж работы, разбирался во многих аспектах, которые затрагиваются, потому что любой кандидат, который будет идти в парламент Народного собрания парламента Республики Абхазия, это очень высокая ответственность. И считаю, что профессиональные знания, опыт огромный в работе и видение многих вещей в перспективе, которые при принятии, про твоем участии при принятии этих законов может повлиять на судьбу и на граждан твоей страны. Вот это очень важно. Но от человеческих качеств, естественно, человек должен быть прежде всего честный, правдивый и чувствовать чаяние своих избирателей, своего народа. Если мы принимаем законы, которые не будут влиять на жизнь простых людей, тогда и смысла нет принятия таких законов. Я считаю, если мы принимаем законы, они прежде всего должны работать на благо нашего народа, наших граждан, те, которые в этом очень сильно нуждаются. Депутаты парламента по представлению президента утверждают судей, могут перенаправлять или переназначать земли, я имею в виду отдавать условно земли инвесторам или кому-то еще, поправляйте, если я неправильно выражаюсь. Все это может в теории дать возможность депутату брать взятки. Допустим, я хочу стать судьей, вам кто-то звонит и так далее. За 5 лет предлагали ли вам взятки? Брали вы их? И что вы вообще, как вы реагировали? Я вам скажу так, что в парламенте такое невозможно. Если кто-то об этом говорит, то это абсолютно неверно. Потому что все 35 человек, это надо давать всем 35. Понимаете? Поэтому подобными вещами я не встречался. Когда мы даже избираем судьями, или прежде чем даже голосовать за кандидата, допустим, за того, кого представляют на должность судьи, естественно, мы очень сильно изучаем биографию. Изучаем биографию, потом интересуемся местом его работы, как он себя за эти годы проявил. Изучаю весь его материал профессиональный и так далее. Естественно, потом каждый коллега голосует так, как он считает нужным. Не потому, что вам звонят и просят? Вообще, если честно говоря, мне вообще никто никогда не звонит, потому что знают, что это бесполезно. Меня могут попросить, но у меня все равно останется свое мнение. Если я решу, что это стоит за этого кандидата голосовать, естественно, я буду голосовать. Но ни по чьим давлением, ни по чьей указке я никогда
никогда не голосовал К так. сожалению, очевидно, что вообще к власти, к любой ветви власти в Абхазии очень низкий уровень доверия. В том числе и к парламенту, хотя парламент всегда оказывается в фокусе политических событий, люди приходят за справедливостью условно в парламент. Но как сделать так, чтобы уровень доверия к депутатам парламента вырос? Вот чтобы не было разговоров о том, что депутаты парламента там за утверждение судей берут деньги, чтобы там проголосовать за закон берут деньги. Вот как? Понятно, иногда бывают силы, которые хотят дискредитировать парламент. Но хотя вот я 5 лет находясь в этом органе, могу одно сказать, что были такие ситуации, связанные с политическими кризисами, и слава богу, мы все, несмотря там на политические взгляды тех или иных там моих коллег, очень взвешенно всегда принимали решения во благо нашего общего государства, нашего народа. И он всегда был парламент таким стабилизирующим органом. Понятно, что иногда, вы знаете, как бывает, что в предвыборных кампаниях, когда мы ведем, конечно, мы очень много обещаем нашим гражданам, но на самом деле, когда мы приходим, и реализация их становится очень, скажем так, неэффективной. Поэтому иногда и происходит разочарование очень многих наших граждан. Но в этом есть, наверное, объективные и субъективные причины. Это можно об этом очень долго говорить. Эта предвыборная кампания в целом показала, что вот есть какие-то прям супер популярные вопросы, которые задают кандидатам. Это в том числе и закон об образовании. Ну, я даже не хочу спрашивать, каким должен быть закон об образовании. Я просто хочу спросить, почему его до сих пор нет? Есть ли на это объективные причины? Скажу так, в последняя сессия, но, насколько я знаю, у нас, по-моему, еще одна сессия должна состояться, это со слов спикера. Но скажу так, предпоследняя сессия, которая у нас была, мы приняли закон об образовании в первом чтении. Вот это первый шаг, мы это сделали. Спустя столько лет. Еще очень много говорят о демографии. Особенно, не хочу сказать модно, но модно задавать этот вопрос кандидатам в депутаты. Это реально вообще, чтобы депутаты хоть как-то этот вопрос поставили на рельсы, и вот благодаря решениям депутатов, там, принятию законов и так далее, мы наблюдали какой-то демографический бум. Да пусть даже не бум, а просто вот там стало больше детей рождаться. Это вообще есть какая-то связь? Да, связь, конечно, есть. Я вам могу сказать, вот мой коллега Алхаз Джинджуля непосредственно, который активно участвовал, он как раз возглавлял социальный комитет и как раз активно участвовал в разработке вот этого закона по демографии. Естественно, государство должно очень сильно обращать на это внимание, потому что надо не обязательно повысить рождаемость в нашей стране. Но к тому же еще могу дополнить, что у нас есть на сегодняшний день это комитет по репатриации. Мы вот сейчас тоже обратились на предпоследние сессии с заявлением, чтобы его статус сделали в министерстве, вернули статус министерства по репатриации. И вот в совокупности вот этих двух законов, я думаю, даст очень хороший результат тоже. Если вернуться к культуре предвыборной кампании в Абхазии, реально выиграть выборы в парламент без подкупа голосов, без установления трансформаторов, там, бетонирования и так далее? Конечно, это возможно без подкупа и без установки трансформаторов и дорог. Но тем не менее, просто с чем это тоже связано? На это есть объективные причины. Люди ожидали, допустим, где власть исполнительная, которая должна была провести эти все работы заблаговременно для того, чтобы это не попадали на моменты предвыборной кампании депутатов парламента, там, строительство дороги, установка там, трансформатора, замена новых проводов и так далее, то, естественно, этого бы момента тоже не было. Но, к сожалению, это имеет место, и это отрицать нельзя. В вашей предвыборной кампании такое присутствует? В моей предвыборной кампании на сегодняшний день я нигде провода не ставил, трансформаторы не менял. Я старался как бы и вообще изначально видеть те проблемы в городе, которые есть, и заранее как бы объективно обращался к руководству страны, чтобы они обратили внимание и произвели подобные работы. И так Но далее. это правда, что кандидатам от власти проще выиграть выборы? Вот вы сейчас сами сказали, что вы заранее обращались, допустим, там, в исполнительную власть. Это потому что это было обращение избирателей. Но вот исполнительная власть манипулирует этим? То есть, допустим, лояльным кандидатам дают добро, оппозиционным кандидатам отказывают? Возможно, может иметь место. Вы баллотируетесь от Гагрского района. Гагра, наша любимая Гагра, это где мы все выросли, родились, где мы сформировались. Да.
туристический район, есть закон о туризме. Некоторые его называют неэффективным, недееспособным, ненужным и, в общем, дальше по нарастающей. Вы разбирались с этим законом? Считаете ли вы, что нужно вносить какие-то поправки? Какие? Давайте поговорим об этом. 2021 год показал, что поток туризма в нашей стране в этом, скажем, предыдущем год был очень огромный. Такого потока, по-моему, за новейшую историю Абхазии не было. И мы понимаем, что это у нас одна из основных отраслей, которая формирует бюджет нашей страны. И тем не менее, в туризме тоже очень сильно развивается сфера услуг, которые необходимо развивать. И, естественно, для того, что это у нас начал приезжать турист, который с определенными своими взглядами, с определенными своими требованиями. И у нас тоже стала развиваться очень сильно сфера услуг в туризме. Но я с этим законом непосредственно почему сталкивался, могу сказать, на предыдущей сессии как раз я выносил изменения в законодательный акт в сфере туризма. Сказать, с чем это было связано? Прежде всего с тем, что у нас в последнее время очень сильно заполонили нашу страну нелегальные экскурсоводы. Они в основном приезжают на минивенах по 8-10 человек и ведут экскурсионную деятельность, но причем очень неблагоприятно отзываются, не знаю, я вот просто повторяюсь, потому что я сам выступал на сессии парламента и говорил, что они практически не владеют ни историей нашего народа, ни этнографией, ни традициями, ни не знаю элементарных вещей, порой даже расположение городов географически не знают. В этой части в основном большая часть экскурсоводов, которые занимаются, они все ждут это летний сезон для того, чтобы заработать деньги. Это наши граждане. И в основном это все учителя и преподавательский состав, и работники культуры. И вы понимаете, получается так, что все нелегалы, когда сюда заезжают, они забирают работу у наших граждан непосредственно. Поэтому я вышел с этой инициативой в парламент, и вот мы в окончательном чтении приняли, что экскурсионной деятельностью могут заниматься только граждане Республики Абхазия. Мы принимали этот закон на благо наших граждан, тех, кто непосредственно занят в этой сфере деятельности. И думаю, это очень важный закон. Но в целом хочу за него сказать, что у меня вот тоже есть, если, конечно, дай Бог, будет так, что меня избиратели вновь изберут, то считаю, что этот закон о туризме, вообще его в целом надо изучить его глубоко и пересмотреть многие статьи, которые необходимо сделать. Но просто так как сроки у нас окончились, и сейчас сделать это невозможно, только в новом созыве возможно. Александр, наверняка у вас уже были встречи со своими избирателями. Какие наиболее задаваемые вопросы вы можете отметить? Выделить? Безусловно, это практически всех, по-моему, избирателей, которые, где бы ни баллотировались, вне зависимости от района, у всех самые основные вопросы, которые на протяжении многих лет мы никак не можем, пытаемся решать, и где-то это получалось, где-то нет. Но в основном это связано прежде всего с водоснабжением, с водоотведением, канализациями и дорогами. Я думаю, что прежде всего в Гаграх еще очень существенные проблемы. Это, конечно, подвалы, которые многоквартирных жилых домов. Слава Богу, работа тоже везде ведется потихоньку. Я тоже, как депутат парламента, на протяжении 5 лет очень много оказывал содействия в решении этих вопросов. И, слава Богу, жители моего избирательного округа знают. И я немало сделал дорог, которые были не очень в ужасном состоянии в районах. По силе возможности везде активно участвовал и всегда был там, где нужна была моя помощь. Кстати, возвращаясь к проблемам со светом, к предпоследнему заседанию сессии парламента. Вообще, расскажите нам, простым людям, что это за постоянные споры вокруг приборов учета, приборов электроучета, счетчиков, простым языком. Что происходит? Почему денег никогда на это не дают, за исключением последнего заседания? Если вы знаете, мы в прошлом году тоже, на 2021 год, когда принимали бюджет, мы заложили 100 миллионов на приборы учета. И вы знаете, что у нас очень повышенное потребление электроэнергетики. Такое потребление электроэнергетики не было давно. За 2021 год потребили 3 миллиарда киловатт-часов. При всех последующих годах, когда мы потребляли, самое максимальное потребление было 2 миллиарда киловатт-часов. С чем это потребление связано было? Для всех сейчас не секрет, это, естественно, по добыче криптовалюты связано. Почему мы очень сильный упор делали для того, чтобы приобрести приборы учета? Это позволит прежде всего произвести четкий учет потребляемой электроэнергии как для физических, так и для юридических лиц.
И за счет приборов учета мы сможем сэкономить практически около 30-35%. Поэтому мы тоже считаем, что очень важно, чтобы приборы учета практически мы уже подошли, и последние вот эти годы, там, и в 2021 году очень активно об этом говорили, и в 2022 наставили на том, чтобы даже увеличить суммы для того, чтобы приобрести приборы учета. А вы когда-нибудь занимались майнингом криптовалюты? Никогда. Могу объяснить даже почему. Ну, потому что я один из тех, кто выступал очень часто и говорил, что это приведет к энергетическому кризису, потому что у нас нету столько генераций, находятся в ветхом состоянии передающие сети. Но важно здесь понять, что когда мы давали разрешение на то, чтобы разрешить добычу криптовалюты, то это привело к очень серьезному энергетическому кризису. И об этом мы очень часто говорили. А потом я как депутат парламента, если я буду выступать против этого, а потом сам буду заниматься добычей криптовалюты, как-то это будет выглядеть, знаете, не очень это. Считаю, что если мы озвучиваем, ты сам должен быть примером для своего общества, для своих граждан. А страдают, больше всего, самые простые граждане наши, для которых мы хотим, чтобы потребление в их домах было тепло, свет был. И даже вот в этой дорожной карте своей мы предлагали даже такие, это была инициатива парламента создать технопарки специально для того, чтобы мы могли по договору с Российской Федерацией по коммерческой цене определить зоны, где они могли бы размещаться, и все, кто хочет заниматься добычей криптовалюты, майнинг, могли бы спокойно располагаться, зарабатывать деньги и при этом платить за электроэнергию. Но, к сожалению, это тоже вопросы все пока так остались, скажем так, в воздухе. И все-таки, будучи гагрцем, не могу не уделить больше внимания нашему родному городу, и хочу поговорить о проблемах Гагры. Какие бы вы, вот помимо тех, что вы уже обозначили, свет, вода, какие еще проблемы, которые переживает Гагрский район? Ну, я считаю, прежде всего, конечно, очень необходимо. Это на протяжении очень многих лет мы ставили вопросы. И даже когда я работал в администрации города и в руководстве страны, сейчас эти вопросы стоят. Но думаю, что в ближайшем будущем, наверное, совместными усилиями решим это. Прежде всего, это полноценные спортивные залы для молодежи и для их досуга. Очень необходимо иметь, допустим, музей этнографический, потому что люди тоже хотят, приезжают туристы, интересуются нашей страной, нашей культурой, нашим городом. Понятно, что у нас есть определенное историко-культурное наследие, где мы можем там показать развитие города, историю своего народа и так далее. Очень мало развлекательных комплексов, которые необходимы, потому что сегодня сфера услуг очень высокая. Но я думаю, что в будущем совместными усилиями мы попробуем эти вопросы решить. Александр, наши встречи с кандидатами предусматривают несколько таких обязательных вопросов для всех. Если вы готовы, давайте приступим. Давайте. Скажите, какая, на ваш взгляд, политическая система в Абхазии будет наиболее эффективна? Ну, я бы сказал, вообще я сторонник президентской системы, но, естественно, в определенной части, считаю, надо разграничить полномочия власти. Да. О каком разграничении вы говорите? Каких, может быть, считаю, конкретно полномочий? Допустим, скажу коротко, да, так, чтобы, если мы просто можем очень много времени потратить, пожалуйста, могу ответить, но я скажу так, допустим, сегодня при формировании кабинета министров очень много министров и председателей комитетов или уполномоченных центральных органов назначается, естественно, президентом. Но я считаю, что здесь можно было, чтобы в парламенте эти кандидатуры утверждались. Может быть, эти министры были бы более ответственны. Хотя конечно, парламент так владеет функциями контроля. Но тем не менее, считаю, для утверждения потом мы могли бы, допустим, на протяжении года требовать смотреть исполнение работы его как министра в этой части. Потом у нас при разработке конституционной реформы, и мы там тоже участвовали в этом, допустим, там были такие предложения, чтобы кандидатура генерального прокурора представлялась парламентом. Ваше отношение к возможной продаже недвижимости иностранным гражданам? Считаю, что на сегодняшний день данный вопрос вообще не стоит рассматривать, потому что я вижу в этом и объективные, и субъективные причины. Я до этого говорил, что для принятия подобного рода вещей нужно принять градостроительный кодекс, но на сегодняшний день считаю, что это ни в коем случае делать нельзя. Почему? Потому что, во-первых, прежде всего, наши граждане, самые простые, не могут быть конкурентами для того, чтобы приобрести новое жилье. И, во-первых, это на сегодняшний день может изменить очень сильный пропорциональный баланс, который в истории нашей был. Как вы относитесь к возможной передаче абхазской энергетики или ее части в собственность иностранным инвесторам?
Ну, я понимаю, как вы ответите, учитывая, что вы там принимали участие. Я один из тех, кто активно принимал в разработке этого закона. Ну, скажу вам открыто, я категорически отношусь отрицательно. Объясню почему. Нам было прислано по межправкомиссиям 47 вопросов по гармонизации и синхронизации законодательства Республики Абхазия с Российской Федерацией, где первым пунктом было сказано принять изменения в закон Республики Абхазия об электроэнергетике, изменить положение, статью, которая считает, что передающие сети являются собственностью государства. Вы знаете, какой вызвал это такое очень бурное в обществе ажиотаж. И потом я получаю второй документ, который был уже прислан в ноябре 2020 года. Тоже это решение межправкомиссии. Но этот уже пункт, он его более там расписан по-другому. Разработка. Я сейчас дайте доскажу. Разработка изменения в закон Республики Абхазии для привлечения инвестиций в инфраструктуру энергетической отрасли Абхазии и обеспечения энергобезопасности Республики Абхазии для многоотраслевых российских энергетических компаний. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Я считаю, что мы своими силами можем прекрасно, мы это неоднократно выступали в парламенте, обращались к руководству страны, что можем на протяжении 5 лет своими силами, своими возможностями восстановить энергетику. Но этот процесс займет, может быть, от 3 до 5 лет. Власть или деньги? Мы строим новое государство, которое должно быть правовым прежде всего и должно послужить примером для наших будущих поколений. А деньги – это инструмент для того, чтобы реализовать это все, для того, чтобы будущие поколения жили в свободном, суверенном и прекрасной стране нашей. Александр, у вас есть возможность обратиться к своим избирателям, обратиться к гражданам Абхазии. Что бы вы им хотели сказать? В преддверии праздника 8 марта хочу поздравить всех женщин Абхазии с Международным женским днем. Пожелать прежде всего им здоровья, счастья и улыбок. Хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой прийти 12 марта и исполнить свой гражданский долг, потому что от вашего выбора будет зависеть будущее нашей страны. Александр, большое спасибо за то, что пришли к нам в гости. Мы желаем вам удачи. Спасибо.